В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Омской центральной районной больнице присвоено имя Ивана Павлова. Больничный комплекс может принять более 4000 пациентов в год. В Якутии в обращение постепенно вводятся новые банкноты номиналом в 100 и 5000 рублей. Расскажем о новшестве. Студенты и преподаватели АГАТУ продолжают заготовку продуктов для участников СВО и раненых бойцов в госпиталях. И за 3 года силами волонтеров обработано более 3 тонн продовольствия. Спортсмены со всей Якутии стали участниками республиканских гонок ГТО в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Расскажем о том, как проходили испытания. Ну а в столице свою работу завершила Московская неделя моды. В этом году на подиуме блистала якутская коллекция «Танец льда» в коллаборации с ювелирами. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины. Путин подтвердил приверженность мирному разрешению конфликта и выразил готовность к совместной работе с американскими партнерами над комплексным и долгосрочным урегулированием, учитывающим законные интересы России в сфере безопасности. Российский лидер также обозначил ряд важных моментов, касающихся контроля за прекращением огня, остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ. Путин указал на риски, связанные с позицией Киева, и призвал к полному прекращению иностранной военной помощи Украине. Стороны договорились продолжить диалог и создать экспертные группы для дальнейшей работы. Крупнейшему в арктической зоне региона больничному комплексу Омской центральной районной больницы присвоено имя заслуженного работника народного хозяйства, отличника сельского хозяйства и государственной гражданской службы республики Ивана Петровича Павлова. Крупнейший в арктической зоне Якутии трехэтажный больничный комплекс со взрослой и детской поликлиниками ввели год назад. Больничный комплекс может принять более 4000 пациентов в год, обеспечивая качественную медицинскую помощь на месте. В новых условиях медицинские осмотры и углубленную диспансеризацию прошел 1341 человек. Это оборудование российского производства и поступило у нас в прошлом году при приемке новой больницы. Мы сняли уже тут много человек. Это снимается кости, череп, основную это снимаем. Больные стационарные, поликлиническая служба приходит, снимается, и экстренная. Мы раньше печатали, и это все описание было сложно. А сейчас мы все цифровая, и все идет в город, централизованный архив. Больной уже не таскает свои эти снимки. В Якутии более 17 тысяч человек и 3000 единиц техники готовы к паводковому сезону. По информации якутского УГМС, вскрытие рек ожидается в сроки, близкие к средним многолетним показателям, с вероятностью небольшого отклонения в сторону более ранних сроков. Образование ледяных заторов, по прогнозам, будет зависеть от погодных условий в мае. Наиболее вероятные места заторов – реки Лена, Алдан, Амга и Колыма. Напомню, что ежегодно в Якутске развертывается мобильный приемо-передающий комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу паводковой обстановки на территории Якутии. Тяжело в учении, легко в бою. В рамках всероссийских штабных учений в Якутии проверили силы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на условном пожаре. Для учений в Якутске в местности Усть-Хатын развернули подвижной пункт управления и палаточный лагерь жизнеобеспечения. Подробности о ходе учений расскажет Тимур Колмогоров. Учения начались с проверки личного состава и их готовности к решительным действиям. Не менее важной частью стал осмотр снаряжения и техники спасателей, ведь от них зависит не только успешность операции, но и жизнь самих спасателей. Во-первых, это руло, лопаты, мотопомпа, бензопила, и так далее. И также используем сейчас беспилотные аппараты, также используем спутниковую связь, рации. По легенде происшествия, недалеко от населенного пункта разгорелся природный пожар. В ходе учений специалисты должны своевременно потушить очаги возгорания, не дав огню перескочить на жилые дома. Конечно же, с аэромобильной группировки Главного управления, с аэромобильной группировки спасательной службы республики, Якутлесресурс, Министерство экологии, медицина катастроф, Якутская гидрометрология, МВД республики. Возможно, всех даже сейчас
сейчас и не перечислю, но здесь вся подсистема, которая каждый год у нас традиционно проходит строевой смотр и готовность сил и средств. Как только была дана команда к действиям, первыми к тушению условного пожара приступили лесопожарные формирования. Был также выслан вертолет Ми-8 с группой десантников-спасателей МЧС на борту. На место возникновения пожара прибыли дополнительные силы Главного управления МЧС России по республике. С него, получается, десантируются дополнительные силы по тушению пожара, а также по эвакуации пострадавших лиц в ходе данного пожара. Всего в учениях по республике были задействованы около 16 тысяч специалистов и 2700 единиц техники. По словам руководства, для координирования действия множества отделений и подсистем и существуют учения. В целом-то и построение сил средств показывает якутская, значит, территориальная подсистема, он всегда готов. Мы все вместе работаем, и руководство Главного управления МЧС, и наше Министерство по делам гражданского обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Для тушения условного возгорания силам системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций понадобилось не более 20 минут. Оценка работы от руководства была получена хорошая, а значит, наши силы готовы к предстоящему сезону. Тимур Калмогоров, Иван Саракумов, Якутск. В этом году в Якутии в рамках проекта формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 51 объекта. Из них 41 объект – это общественные территории, финансируемые за счет федерального бюджета. Еще 10 проектов стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас идет работа по заключению контрактов, однако в ряде муниципалитетов наблюдаются задержки. Из 22 муниципальных образований, участвующих в программе, 7 уже объявили закупки, а 12 находятся на этапе размещения закупочной документации. При этом 3 муниципальных образования – Нижний Курана-Халданский район, Светлый Мирнинский район и Максагалох-Хангаласский район – пока не подали заявки. Модернизированные банкноты номиналом в 100 и 5 тысяч рублей Банк России представил еще несколько лет назад. В Якутию новые купюры стали поступать не так давно, и еще не все успели познакомиться с ними. Как выглядят новые деньги, как проверить их подлинность и нужно ли обменивать старые банкноты на новые – ответы на эти вопросы искал мой коллега Петр Васильев. Российские банкноты как экскурсия по городам страны. Теперь вместо привычного Хабаровска на 5000-ной купюре обелиск Европа-Азия из Екатеринбурга и памятник Скаса-Бурали из Челябинска. Вариантов было больше 30, но именно эти получили одобрение экспертов. Я хочу напомнить, что банкноты необходимо обновлять с определенной периодичностью. Во-первых, для того, чтобы усилить защитный комплекс. Во-вторых, для того, чтобы их дизайн сделать действительно более, наверное, современным. Цвет и форма остались прежними. Вместе с дизайном изменился уровень защиты. Некоторые знаки меняют цвет при наклоне, а некоторые видны и вовсе только под ультрафиолетом. Мы смотрим с вами водяной знак, защитную нить. Также мы высокорельефные изображения, надписи вот эти вот, они прям чувствуются, когда проводишь. Ну и вот и при изменении угла зрения у нас меняются циферки цветные. Изменилась и самая популярная в стране купюра – 100 рублей. Цветовая гамма новой 100-рублевки осталась прежней, красно-коричнево-желтой. В центре сюжета фрагмент Спасской башни Кремля с курантами. На обратной – Ржевский мемориал советскому солдату. Мы сознательно это сделали для того, чтобы сохранить, во-первых, цветовую гамму, цветовую преемственность, и чтобы нашим гражданам было легко и просто найти в своем кошельке купюру уже привычного цвета. Размер обновленной банкноты также идентичен банкноте образца 1997 года. Стоит отметить важное: купюры старого образца являются законным средством платежа и останутся в обращении на долгое время. Вы по-прежнему можете оплачивать ими товары в магазинах или услуги. Продавцы обязаны их принять. Самое главное – убедиться в их подлинности, прежде чем пускать в оборот. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск.
Алданцы готовятся к приему гостей. На днях в Якутию приедут школьники из Докучаевска. По всем фронтам продолжается и подготовка к празднованию годовщины Великой Победы. Уже дан старт множеству социальных и культурных проектов, которые охватывают все поколения. Наряду с сохранением памяти и возданием дани уважения современники открывают тайны времен Великой Отечественной войны. Каким образом, узнали наши корреспонденты. Бесчетное количество тайн хранят опаленные смертельным огнем и обогренные кровью места боев Великой Отечественной войны. Некоторые истины спустя 80 с лишним лет удается установить в ходе раскопов, проводимых в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». Бойцы студенческого отряда Алданского политехникума «Отважные» являются постоянными участниками экспедиций. И скоро ребята вновь отправятся на поисковые работы. На данный момент отряд «Отважный», юноармейский поисковый отряд, готовится к участию в межрегиональной поисковой экспедиции в деревне Холмец Ленинского района Тверской области на местах боев 157-й, 158-й мотострелковых дивизий. На данный момент сейчас там поисковая разведка занимается, намечает объемы работ. Первая в этом году экспедиция в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» приурочена к празднованию 80-летия Великой Победы. Подготовка к юбилею идет по всем фронтам. В апреле народный хор «Ветераны Алдана» заступит на свою «Вахту памяти». Так называется ежегодная социально-творческая акция, в рамках которой патриотические концерты пройдут в школьных, студенческих и трудовых коллективах. У нас уже к 80-летию Победы очень много всяких разных планов и мероприятий. Одно из них, самое главное, конечно же, это «Вахта памяти» с нашим хором «Ветераны Алдана». В юбилейном году стартует новый проект под названием «Ровесники Победы». Проект, инициированный Советом ветеранов Алданского района, охватит граждан, чье детство выпало на тяжелые послевоенные годы. Это те люди, которые родились в 1945 году. Мы для них хотим сделать вечер отдыха. Вот, то есть прямо по списку выбрали всех тех, кто родился в 1945 году. И вот эту идею поддержала даже наша республика. Возможность прикоснуться к истории – это уникальный шанс и большая честь, считают алданские мастера-энтузиасты, которые в настоящее время занимаются восстановлением легендарного автомобиля ЗИС-5. В 70-х годах прошлого века трехтонка была установлена на улице Мегина-Кангаласской как памятник. Ожидается, что 9 мая 2025-го машина пройдет своим ходом в колонне ретротехники. Автомобиль, убеждены мастера, является воплощением живой связи с прошлым. Мой дедушка тоже прошел войну, пошел на войну в 17 лет, приписав себе, добавив год, чтобы было 18, его забрали. Дошел до Венгрии, там получил второе ранение, и там его уже списали. Вот, служил в пехоте. Вы представляете, что такое пехота в Великую Отечественную войну. Сейчас алданцы готовятся к приему гостей. На следующей неделе приедет группа школьников из Докучаевска. Напомним, Якутия взяла шефство над городом Донецкой Народной Республики почти 2 года назад. Взаимодействие ведется по различным направлениям. Наряду с деловыми связями налаживаются человеческие, основанные на взаимном уважении и поддержке. И по линии образования, культуры, и вообще по линии взаимоотношений между органами местного самоуправления мы делимся опытом, потому что им этого опыта еще пока недостаточно в тех полномочиях, которые они сейчас осуществляют. Но, конечно же, самое главное – это связь нашего подрастающего поколения, наших детей, которые должны крепнуть для того, чтобы в дальнейшем эти связи только упрочнялись. 26 марта к нам с визитом, с дружественным визитом приезжают дети по линии движения первых, которые здесь пробудут до 2 апреля, познакомиться с нашим климатом, с нашей географией и, конечно же, с нашими людьми. Сохраняя память о великой трагедии страны и воздавая дань уважения героям-победителям, мы твердо знаем, что наша сила в абсолютном единстве и готовности сплотиться во имя свободы, мира и тишины. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Арктический институт подтвердил статус участника программы технологического лидерства «Приоритет-2030» среди вузов Дальнего Востока. Двигателем развития института становится стратегический и технологический проект «Культурный код Арктики. Сохраняя наследие, создавая технологическое завтра». Проект нацелен на создание инновационных продуктов и технологий в области культуры и креативных индустрий на основе базовых ценностей и мировоззрения народов Арктики. Нет предела, действуй смело. Именно так звучит девиз этого года национального чемпионата Обилимпикс. В Якутии дан старт юбилейному, 10-му по счету региональному этапу национального чемпионата для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как прошел чемпионат в Якутском медколледже, расскажет Даяна Федорова. Обилимпикс – особенный чемпионат для особенных людей. Участники проекта – студенты и школьники с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной тягой и стремлением учиться. Студентка Жатайского техникума Алексия Прокопьева принимает участие в чемпионате во второй раз. В прошлом году она пробовала себя в кулинарии, а в этом она решила попробовать свои умения в области медицинского ухода. Сейчас я учусь на втором курсе сестринского дела. После окончания Жатайского техникума я хочу пойти на высшее образование, возможно, в СУФУ, возможно, в Иркутск. И я выбрала стать врачом, потому что у меня у самой здоровье плохое, у родителей тоже, поэтому я решила стать врачом. Если Алексия уже знает, с какой профессией свяжет свою жизнь, то Александра Наумова выбирает между журналистикой и медициной. Участники чемпионата соревнуются в 8 компетенциях, среди которых новая – помощник фельдшера малонаселенных пунктов. Мне очень интересно, еще я получила много опытов во время тренировки. Например, как завязывать, если кто-то получил ожоги или кто-то сломал руку. И мне нравится помогать людям, оказывать им помощь, когда им это нужно. Новые компетенции вводят с учетом потребностей самих учащихся или рекомендаций их наставников. Преподавателям важно, чтобы воспитанники реализовали себя в будущем. Где есть население меньше 101 человека, там не предусматривается фельдшера, ни медсестры, там нету ФАПа. Среди лиц с инвалидностью и СОВЗ это очень актуальная тема, потому что они будут иметь профессию новую. Там не обязательно иметь медицинский диплом, там надо лишь пройти курсы. Вот уже более 10 лет Обилимпикс становится точкой отчета в карьере для людей с ОВЗ. Чемпионат продолжится до 24 марта, где участники демонстрируют мастерство в 68 дисциплинах – от IT-сферы до творческих профессий и услуг. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Студенты и преподаватели АГАТУ продолжают заготовку продуктов для участников СВО и раненых бойцов в госпиталях. Продовольствие для обработки отправляют со всей республики. Тему продолжит Иржена Гармаева. Волонтеры АГАТУ заготавливают съестные припасы с самого начала специальной военной операции. В эту работу вовлечены и студенты, и преподаватели. Никто не остался в стороне. Участвует, значит, поварское-кондитерское дело, зоотехники нам очень хорошо помогают, и теплоснабженцы, да, иногда, и все преподаватели, да, тоже заинтересованы, участвуют в волонтерской деятельности. Хотел бы заметить то, что каждый курс все-таки участвует в волонтерской деятельности, просто в разных, то есть сейчас мы, допустим, чистим уток, другая группа, там, в другое, когда привозят как раз-таки продукты, они уже занимаются этим. То есть каждый курс, который здесь обучается, он участвует в волонтерской деятельности. С 2022 года через руки добровольцев прошло более 3 тонн продуктов. Из них большая часть – ингредиенты якутской национальной кухни – жеребятина и оленина, караси и потроха. А сегодня на кухне АГАТУ – утки. Можно сказать, что заготовка утки – это командная работа. Сначала мясо птицы ощипывают, затем потрошат и обрабатывают. После этого готовую тушку вакуумируют и отправляют в такой вот аппарат шоковой заморозки. В зону спецоперации отправляются как полуфабрикаты, так и готовая продукция. И так, но на самом деле мы большинству отправляем полуфабрикаты, потому что ребята там сами будут готовить. Что добавлять, что делать, кому как нравится, у кого какие аллергические моменты, это тоже опасно в том же случае. Мы отправляем готовые продукции, мы лишь отправляли караси. Бойцы с передовой регулярно передают благодарности поварам, в том числе и за караси.
Волонтеры верят, лакомства из родной Якутии не только утоляют голод, но и поднимают боевой дух. Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Стартовало лично-командное первенство республики по борьбе Хапсагай среди юношей 10-11 годов рождения, посвященное памяти ветерана Великой Отечественной войны и мастера спорта Якутской ССР Василия Тихоновича Ильина. В соревнованиях участвуют 216 юных спортсменов со всей Якутии. Абсолютный чемпион получит главный приз – 50 тысяч рублей. Сумму собирают сами родственники мастера спорта. Василий Тихонович Ильин, Кюстя Туджин, по-якутски такое, да, народное имя дали, потому что от природы он очень сильный человек был. Первый турнир был учрежден земляками в Верхневилюске еще в 1999 году. А с 2014 года этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий для школьников. А сегодня он включен именно в спартакиаду учащихся Республики Саха-Якутия как зачет. Спортсмены со всей Якутии стали участниками республиканских гонок ГТО «Мы готовы» в рамках молодежного фестиваля «Муусустар». В этом году соревнования посвящены Герою России Дмитрию Егорову, а также 80-летию победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества и защитника Родины. Об испытаниях узнаем в следующем сюжете. Не меньше самих участников переживают и стараются превзойти конкурентов в поддержке болельщики команд. Во Дворце спорта 50 лет Победы царит напряженный дух соперничества. Эстафета включает в себя 5 испытаний: челночный бег, отжимания, упражнения на мышцы пресса, подтягивания на перекладине и прыжки через нарты. На выполнение дисциплин отведено 18 минут. В этом году в правила гонок были внесены изменения. Основное изменение в правилах идет. Да? В прошлом году и до этого были штрафные за невыполнение, именно неправильное выполнение упражнений. С этого года мы чуть-чуть сделали положение изменений в пункте 6. Спортсмены должны на площадке выполнить все упражнения. Ну, соответственно, ты можешь выполнять до тех пор, за отведенное время, пока не исправишь упражнения, сделаешь правильно. В каждой команде 8 спортсменов, 4 мужчины и столько же женщин от 18 до 34 лет. Судя по качеству прохождения этапов, наиболее сложным испытанием для мужчин оказалось подтягивание, а женщины испытали трудности с отжиманиями. Традиционно для девушек самое сложное – это отжимания. Эти соревнования, конечно, во-первых, сплочают. Конечно, вот как бы команда, когда выезжаешь, это очень большое сплочение идет и преодоление себя. Самое главное, мы же видим, как девочки не могут отжаться, но они из последних сил все делают, выполняют. Это прежде всего как бы для себя, вот, что ты себя преодолеть и выполнить все. Якутия является одним из лидеров Дальнего Востока по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне». Это доказывают результаты якутских атлетов, статистика по региону и подобные яркие старты. Марферина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. В столице свою работу завершила Московская неделя моды. Она прошла в Манеже уже в 4-й раз. В этом году на подиуме блистала якутская коллекция «Танец льда» в коллаборации с якутскими ювелирами. Как это было, смотреть у Айсены Бурнашовой. Легкий шелк, невесомая, почти полупрозрачная органза, брутальный мех. Эти материалы легли в основу коллекции не случайно. Танец льда – история о красоте и силе северной природы. Финальный штрих каждого образа – аксессуары и ювелирные украшения. Так обрадовалась, когда услышала, что в феврале, да, в начале февраля сказали, что я прошла отбор. И вот с февраля я создала коллекцию. Не спали всей командой. У меня команда – это профессионалы, мы шьем от идеи до конца. Коллекция вдохновлена Арктикой. Струящиеся ткани, словно якутские ручейки, говорит дизайнер. А объемные рукава или ромбы-обереги – классика традиционного стиля в одежде. Вот эти означают бесхарак. Это якутские обереги. И я сделала его удлиненным, потому что я считаю, что тут смесь алгасчита и современном вот ключе. Культура – неотъемлемая часть моды. Этнические мотивы оценили якутяне. Они специально пришли на показ, следят за творчеством дизайнера.
Она уже по всему миру известна. И я уже смотрю, вот в прошлый раз на неделе моды тоже было просто феерично. За ней мы следим внимательно и очень рады, что она растет. И вот эта коллаборация с КРГ и так далее, это очень впечатлительно. И можно сказать, Якутия – место силы. В восторге и столичные модницы. Теперь хотят якутские наряды в свой гардероб. Этнические ноты в ней чувствовались, и поэтому вот это гармоничное впечатление осталось в душе. И, вышла девушка, и вот я считаю, в этом костюме можно вот просто ходить. Для меня это вот было такое открытие. Мы кричали «Браво!». Показ коллекции «Танец льда» завершил Московскую неделю моды. Вместе с Изабеллой свои коллекции представили еще более 180 кутюрье и брендов из России и зарубежья. А это более 3000 образов. И вновь Москва на неделю стала законодательницей моды, а подиум открыл новые имена. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.